Ну, мы в Китае. Прошли таможню, и нам паспорта поставили печать о дате въезда и вышли из терминала. Там ребята двое встречали людей и предлагали свои услуги. Так как мы не знали, где купить велосипеды, мы решили воспользоваться услугами Помогаек. И мы, получается, на 2 машинах поехали на вокзал покупать билеты до Харбина. Купили билеты, фотографировались. После чего нам нужно было купить велосипеды. Да давайте нам. Едем за великами. Мы нашли фирменный магазин Мерида, но, как оказалось, это была Мерида для внутреннего китайского рынка. Нашли официальный магазин Мериды. Ой, официальный. Мерида или китайская фирма? Китай, Тайвань. Велосипед оттуда купил только я. Вот. Причем не только велосипед. Мы с Кешей ничего не нашли. Ну, ничего там подходящего не было. Мы были, кстати, там довольно долго, где-то час. Тим полностью купил себе всю экипировку. Прям от велосипеда до шлема. Ну, то есть там велосумка, еще багажники, фонарики и инструменты. Так как я туда приехал с 2 мешками одежды, минимум набор, решил, что куплю все там. Купил, в том числе и велосумку, и все туда погрузил. Но там выбора особо большого не было, и там были модели, про которые я вообще не слышала. Так что я немножко была расстроена, потому что не смогла подобрать. Ну, Кеша тоже не купил себе велик. Попрощались с этими китайцами, заплатили им их вознаграждение и пошли сами гулять по городу. Далее мы пошли пообедать. Мы едем пешком. Мы поехали в центр, там погуляли по городу. Там есть гуляльная улица в городе Хэйхэ, кто был, тот знает. Мы с Тимом купили там себе новую обувь, так как наши старые кеды не подходили для велотура. Фирмы Lin Inc. И оказалась очень удобная обувь. Кеша купил себе новый телефон, как я помню. Мы просто на него фоткались. Покушали KFC. Сардан с Кешей поехали на вокзал, так как уже близилось 7 часов, время отъезда. Пока ребята Роберт с Тимом поехали в парикмахерскую. Чтобы сделать мне новую прическу, потому что я тогда сильно оброс. Постригся так же, как его парикмахер. Я сказал китайскому парикмахеру, что хочу такую же прическу, как у него. Так, и он мне ровно такую же сделал. Затем я почему-то поехал на вокзал отдельно. Мы сидели с Кешей на вокзале, на площади перед вокзалом, а к нам подъехал Тим. Сардана и Кеша уже были довольно взволнованы. И в какой-то момент появляется парень с укулеле, который вез Роберт. Тот самый парикмахер на своем велосипеде. И передает нам его весь такой вспотевший, он приехал тоже на велосипеде. Как оказалось, Роберт в парикмахерской забыл свой инструмент. А затем появился и Роберт. Быстро-быстро положили уницикл и велосипед Тима вот большой велочехол, который у меня был. Хорошо, что Сардана и Кеша в то время не купили. Оказалось, что там много велосипедов с собой нельзя, да, потому что просто безбагажный обычный пассажирский вагон. Но мы как-то все уместили в одной сумке, поэтому это типа наш багаж был. И по пыхах бежали вот с этим великом. И как только мы сели, поезд уже тронулся. Как в фильмах как там было. Так немножко нервно рассмеялись, то что успели. Едем в Харбин. Чуть не опоздали благодаря кому-то. Благодаря не мне. Вот как выглядит прическа, которая называется «Мы чуть не опоздали на поезд». Плацкарт был очень удобный, 3-ярусный. Там все успешно разместились. Велики мы оставили в тамбуре. Довольно было просторно-то и чисто. Мы еще не понимали всего суперкомфорта плацкартного вагона. До Харбина мы ехали всю ночь. Вот утро наступило. Едем в Харбин. Часов 6:30 где-то.
Спалось очень хорошо. В Харбине, по-моему, будет мероприятие, посвященное 9 мая. Нифига ты как китаец. Это был китайский причесал. Лучше постриг. Бүгінгі план мы Доха барабыз. Вело, камера. Он на День Победы. Мы приехали утром в Харбин, и там наша цель была купить Кеше Сардане велосипеды, вот основная, и вечером поехать в поезде до Сияния. При выходе из вокзала мы с ребятами разделились. Вокзал Харбина. ЖД вокзал. Китаец какой-то спрашивает. И цикл лежит. И полиция спрашивает, как пройти в веломагазин. У нас не было пока велосипедов, мы по карте посмотрели, где есть магазины, где можно посмотреть, купить. Роберт с Тимом поехали на велосипеде и уницикле в центр. На метро велосипедистов не пускают, конечно. И в парке тоже не пускают. А мы с Кешей поехали на метро. Такси желто-синие. Типа золотые. Сардана мы нашли! Ура! Посмотрели, короче, мы велосипеды. Посмотрели Big 7 900. Он тут стоит 1300. Нет, 130, да? 118 тысяч. Да, 118 тысяч русских рублей. Эх. Помню, мы обошли где-то, не знаю, где-то магазина 3, наверное, прежде чем нашли то место, где мы смогли выбрать себе велосипеды. Выбор был небольшой велосипедов, но мы нашли то, что хотели, из того, что было, выбрали. В общем, мы решили купить вот этот велосипед и вот этот. Сейчас мы туда прикрепим багажники. Этот стоит 1998 юаней, а этот стоит 2398 юаней. Велособачка. Ну, там была еще собачка рыженькая. Мы немножко задержались. Кеше удалось это сделать. Как после завивки у него получается такая мягкая. Наверное, его зовут Мерида. То есть мы пока ехали, там фотографировались, видели то, что 9 мая там русская компания собирается у памятника русскому солдату. В общем, ехали мы долго, где-то там перекусили, все такое, заходили в какой-то торговый центр. Камера, да. Я купил тогда тебе камеру Lumix для своей работы, но так и ею там не воспользовался, так как не мог найти переходник. Всю дорогу я носил его с собой, в итоге у меня куча вещей было. Помню дальше то, что мы поехали в центр, и в тот же день мы должны были стартовать в Сиань. Мы доехали до Кеши и Сарданы. Встретили ребят мы уже, когда они купили велосипеды. У всех были Мериды. И мы там вместе поужинали. А где второе колесо? Странно. После ужина мы поехали на другой вокзал, где нас ждал поезд до Сияния. Мы быстро нашли какие-то мешки, чтобы упаковать Кешины Сардане велосипеды. Что-то там с грузом не получилось, нас великами туда не пустили в вагон. Негабаритный багаж пассажирский поезд не принимает. Так получилось, что наши велосипеды не поместились. Так как они даже в рамку металлоискателя не проходили. Мы сидели, ждали, вдруг еще второй поезд будет грузовой, но его не было. Короче, ситуация такая. Наши велосипеды не пропустили. Сказали, что они слишком большие и надо их сдавать в багаж, а мы не успели. Поэтому мы поедем на Сиань только завтра. А вот они сегодня поедут. Потом мы пошли обратно в Студгородок, который рядышком находился, и искали гостиницы. Как дела? Нормально! Мы сидим на крыльце пятизвездочной гостиницы. Естественно, это не наша. Она стоит 1000 юаней за ночь. И как мы сидим? Как мы сидим, как бомжи сидим. Как дела? Что это? Пакет с едой, который, по сути, планировалось есть в поезде. Не судьба ведь. Ну, я спросил у одного прохожего китайца, Зайнар Йодиен. Он сказал, что знает по-английски.
Сразу узнал нас иностранца. Оказался это студент Харбинского университета, с которым мы познакомились там, пока искали ночлег места. Его зовут Лютао, он нам очень сильно помог. Прям проникся нашей ситуацией и нашел нам хорошее, недорогое жилье на ночь. Лютао. И даже нас заселил по студенческой скидке. Взял нам комнаты, и где мы переночевали. Кеша и Сардана, они сами пошли смотреть студгородов и уличную еду даже там нашли. Одна такая штучка стоит 1 юань. Один такой шашлычок. А Кеша научился фишке. Он теперь умеет спрашивать. Сколько это стоит? Велосипеды мы оставили на первом этаже. 10 мая мы проснулись в студенческой гостинице. К нам приехал Витал. Утром он нас сводил в студенческую столовую. Позавтракали в кафешке. Познакомил нас со студгородком. Показал, какие тут корпусы, какие тут общежития. Мы возле института технологий. Мистер Лютао показывает нам местные достопримечательности, в том числе и студгородок, университет, рассказывает то, что вот это вот здание построили русские. Было уже вообще лето, буквально 2-3 дня назад видели снег за окном, там алданский, там модский снег был. В Китае все цвело и как-то было очень неожиданно. Тут везде растет трава, а у нас начало мая. В Якутске. Можно сказать, что мы приблизили лето. А вообще сказали, что 10 дней назад здесь не было листьев. Но... You look like Asian, not Russian. Говорят, что мы не из России. Далее мы приехали на вокзал, у нас там опять что-то не получилось. Мы приехали на вокзал Харбина, и нам надо как-то добраться до Сиани. А в поезд нас с велосипедами не пускают, и поэтому нам надо сдать вещи в багаж. Пошли в грузовой отдел, чтобы отправить наши велосипеды. То ли было что очень дорого, то ли что, я что-то не очень помню, но грузовой отдел мы велики не отдали. Не пустили на поезд багаж. Идем в другую компанию. Ну, поэтому Лютао сказал, может, почтой отправить курьерской компании. Ну, что мы и сделали. То есть он нам показал курьерский офис, где ближайший находится. Там все взвесили. Мой велик был самый тяжелый, оказалось. Кеша и Сардана решили немножко сэкономить и колеса повели с собой. И мы все велосипеды положили в одну коробку и отправили почтовой службой. А после этого приехали обратно на вокзал, попрощались с Лютао. Следующее, то, что я помню, это мы бежим все с сумками, с колесами в руках. Как долго мы бежали до этого вагона. Вокзал был очень большой. Тоже как сели, так и тронулись. Радостно давали 5. Успели. Ну, я скажу то, что путешествовать на поезде с Харбина до Сиани вообще, наверное, единицы. Возможно, мы были единственными, кто так ездит. 10 вечера мы сели в поезд, и поезд должен был приехать 12 утром. В 6 утра, то есть 36 часов, мы ехали, спали, кушали в китайском поезде на сидячих местах. Это было долго, это было весело, громко, шумно, вкусно и очень утомительно все-таки. У китайских проводников была такая особенность, они продавали свои товары с громкими криками. Каждый раз нас будили, когда мы пытались спать. Играли в разные игры, в пантомиму, загадки и просто болтали друг с другом. Ну, интересно провели время. Где мы сейчас? Мы сейчас едем в поезде в сторону Ксиани. Ксиани. Очень вкусно кормят и дешево. Дешево? Дешево? Дешево, да. Поиграли в игру. Хангена, кстати, это жесть. Сардана нас уделывала как тузик грелку. Ну вот мы через полчаса приедем в Сиань, нашу точку старта, и через
1 или 2 дня к нам приедут наши велосипеды. 12 мая мы приехали в Сиань. Было раннее утро, 6 утра. Оказался очень большой туристический город, очень много было туристов. Сегодня какое число? Не знаю. Но мы приехали в город Сиань. Прибыли в 6:30 часов утра. Его считают еще вторым центром Китая. Немножко погуляли по привокзальной площади, позавтракали. Покушав, мы нашли такси. Все вчетвером уместились хорошо. Здесь интересно было то, что там решетка между пассажиром и водителем. Очень красивый город, очень зеленый. Там очень много высоток. В Сиане нас приютила девушка. Ее звали Хуэй. Который познакомился по каучсерфингу. Ну, получается, она нас встретила. Мы пошли к ней в квартиру. Она, помню, сказала, редко кто принимает у себя сразу 4 гостей. И мы должны были провести у нее пару дней. Воу-воу-воу, гулять идем, Сиань. Во время, пока Хуэй пошла на работу, мы решили прогуляться, осмотреться. Ух ты! Ананас на палочках. Ананас на палочке. Был там такой парк, даже были динозавры, такие искусственные диплодоки там. Так получилось, что ее дом находится прямо рядом с телебашней. Добрались до башни, наверху погуляли. Фига, это горы, да? Там был стеклянный пол. Не смотришь, и очень страшно. О, блин, реально снаряды. На территории этой телебашни есть небольшой зоопарк. Получается, там площадки детские были. Всякие павлины. Хорошее место для отдыха. Все зеленые, все для комфортного отдыха. Где мои пирожки, да? Опять ничего не приготовила, скажи. Рядом с башней был экспоцентр, где мы тоже погуляли, пофоткались, снимали видео. Также там вышли с укулеле и нашим трамбулином, да, и играли на улице. 20 юаней заработали, да, которых нам хватило на мороженое как раз. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Затем вечером мы встретили Хуэй, познакомились с ней. Хуэй очень дружелюбная. Она свободно говорит на английском языке. Она поселила нас в зале и на лоджии. Ребята спали все на полу. Мы с ней спали на одной кровати. Она мне, получается, половину своей кровати дала. Потом немножко рассказала про город, где она работает. Оказалось, она работает в гостинице. Самая известная гостиница Сиани, самая популярная, где гостят только иностранцы. С утра мы решили поехать в горы Хуашань. Оказалось, до нее ехать очень долго. Там надо рано в 6 утра выехать, чтобы хоть что-то успеть вернуться ночью обратно в город. Вообще Хуэй говорила то, что мало кто берет вот так резко и едет туда. То, что осилит только тот, кто настроен серьезно. Ну, мы подумали, ну, съездим, посмотрим. Мы пошли вот на автовокзал, и там продавались билеты. Роберт говорит мне, доставайте свои паспорта. Но так как кое-кто забыла паспорт. Не знаю почему, но я забыла свой паспорт дома у Хуэй. Оказалось, что в Хуашань нужен паспорт, потому что несовершеннолетних не пускают. Так как поездка на Хуашань у нас отменилась, мы поехали посмотреть на знаменитую терракотовую армию. Оказалось, даже интереснее, я думаю, потому что это одно из чудес ЮНЕСКО. Я тогда понятия не имел, что это такое, но увидев
Да, понял, что это стоило того. Поехали уже на местном автобусе простом. Снаружи продавались собачьи шкуры. Такая китайская особенность, кажется. Так, ребят, Где мы сейчас находимся? мы проснулись. Приехали 2 часа на автобусе. Пригород Сияние. Терракотовая армия Караганды. Помню, что на территории было много-много людей, много иностранцев, стояли прям очереди большие. Очень много туристов, в основном все китайцы, потому что они тоже хотят увидеть свое чудо света. Мы еще долго искали вход, туда ходили, сюда ходили. Все было довольно красиво. Но в итоге мы все равно прошли, посмотрели, это было очень грандиозное такое. Мы находимся... Где это? Сияние. Пригород Сияние. Музей. Да, смотрим музей терракотовой армии. Вот они. Говорят, ни один солдат не похож на других. Тут даже есть коняшки есть. Когда видишь все эти глиняные статуи, все разные, да, аж мурашки идут. Вот эти без оружия, что-то кто такие? Не могу представить, как люди в то время могли сделать такие скульптуры. Эти глиняные солдаты очень круто сохранились, их было так много. Музей терракотовой армии, да, он не под открытым небом, а в больших помещениях находится. Там раскопки еще до сих пор проводятся. И еще не все были откопаны и отреставрированы. Вот так вот они и были, лежали тут. Музей был довольно большой, мы там целый день прогуляли. Мы очень хорошо проводили время. У нас была гитара, и мы там везде ходили, фотографировались вместе с этой гитарой и с вьетнамской шапкой. Кстати, там было место, где ездил Джеки Чан в доспехах Бога 4. Это когда он потом вышел в фильм. Я узнал это место, где мы фотографировались. И вечером после музея терракотовой армии мы обратно поехали в Сиань. По приезду с терракотовой армии ребята решили угостить Хуэй пловом. Тим сказал, что знает очень хороший рецепт. Я решил угостить Хуэй. Пошли на рынок, купили все ингредиенты. Мы там приготовили. Кеша с Арданой пошли гулять по старому городу. Решили с Кешей немножко прогуляться. Дошли до места, где ранее обозначался город. Ну, получается, там старый город, и вокруг него были башни. И вот мы по вот этому квадрату ходили. И по дороге уже обратно к Хуэй домой мы встретили музыкантов, которые пели, стояли на улице. У них был свой микрофон, музыкальные инструменты и шляпка для сбора денег. Так как Кеша играет на гитаре, любит петь, он подошел, и спросил, можно ли я сыграю. А они разрешили. Кеша немножко поиграл, я поснимала. Кеша попросил выступить, и вот он выступает. Это любимая Кешина песня, которую он исполняет. Представьте, Сиане, Егору Финукентий поет песню. Клево. Yeah.
позволили мне спеть на улице. Жесть! Классно! Вообще круто! Ништяк! Вечером все дружно собрались. И строили ужин с пловом. Полночи болтали с Хуэй, как она живет, рассказала, как мы живем. Дали ей подарки из Якутии. Каждого, у кого мы останавливались, мы приносили сувениры из Якутии. На следующий день мы уже съезжали от Хуэй. Наши велосипеды пока еще не приехали, поэтому нам надо было еще один день остаться в Сияне. На букинге нашли какую-то гостиницу, BC Hostel называется. Мы пришли в хостел. Такой вот хостел. Вполне приличный хостел. Там был какой-то американский китаец, который хорошо говорил по-английски. Он показал нам, как писать каллиграфические иероглифы. Кажется, он тоже сам учился, потому что плохо знал каллиграфию. Но у него очень хорошо получалось. Мы там поиграли на гитарах, которые в этом хостеле висели. Да, поболтали с посетителями и хозяевами. И ждали велосипеды. Вечером после того, как заселились в хостеле, мы решили погулять на главной Сиянской площади. И там, где были поющие фонтаны. Роберт пытался отремонтировать свои пои, успел там покрутить. Были уличные танцы, все китайцы танцевали, какой-то праздник или что. Либо каждый вечер они там собираются и танцуют. Там очень много людей танцевало, гуляло. Также там нас встретила Хуэй, она пришла с гитарой, и мы также устроили музыкальный вечер, где поболтали, и потом все вместе поужинали в Макдаке. Мы находимся Мусульманская улица, Муслим Парка. Сардана, что ты скажешь? Мне тут нравится. Не нравится? И вот настал день, когда наши велосипеды с Харбина приехали. Привезли их к работе Хуэй. Хуэй написала в чате, она сказала, что велосипеды приехали. Мы быстро к ней в гостиницу побежали. Так как у Хуэй очень работа такая ответственная, серьезная, нам пришлось немножко подождать. Мы сейчас в отеле гости. На работе, точнее, у Хуэй. Ждем велосипеды. Вот, зашли в лобби лаунж посмотреть, что тут есть. А тут богатый отель, оказывается. Тут везде американцы, иностранцы, европейцы. Тут даже живая музыка есть. И там подъехал наш курьер, выложил все наши коробки рядом с гостиницей, где мы вот начали уже распаковку. Приехали велосипеды, ехали 5 дней из Харбина, вестим Сиян гостиницу. Вот, они везут с помощью вот таких грузовых мотоциклов. Где мы их там собрали. Эти коробки потом очень быстро обнаружил какой-то мусорщик. Безногий старик на мотороллере спросил, можно ли взять коробки. Мы сказали, да, спокойно бери. Он такой довольный взял, собрал все коробки, наверное, пошел сдавать их в макулатуру. Картонки там долго не валяются на улице. Далее уже было 16 число. Мы уже собирали свои велосипеды и вещи и готовились к старту. Но об этом уже расскажем в следующей серии. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Был бы канал у нас.